Судно на воздушных подушках начали свою работу 22 октября. Всего в столице задействовано 20 суден, работающих по установленному графику. Желающие отправиться в Нижний Бестях смогут сделать это с двух мест – городского пляжа и 203-го микрорайона. В следующем году планируется введение еще одной станции. На 203-м километре у нас сегодня разработана проектно-сметная документация, и мы совместно с городским округом города Якутск должны в следующем году станцию Намы полностью завершить. У нас на сегодня уже проектно-сметная документация вышла, госэкспертизы, и в следующем году этот объект должны мы сдать. На данный момент стоимость билета составляет 2000, но с дальнейшим похолоданием тариф повысится, поскольку изменится и способ перевозок. Они будут осуществляться с привлечением аэроботов. Уже когда будем работать пересадкой, это уже как бы две бригады задействованы будут. Отсюда увозим по островам, а там уже пересаживаем на аэроботы, тайфуны. Там, понимаете, каша такая идет. В это время у нас тариф повышается до 4000. По словам заместителя директора Лена Водсервис, данный транспорт способен выдержать температуру до минус 35, а срок эксплуатации можно продлить при должном содержании. Однако в нынешней ситуации достать необходимые материалы сложно, а стоимость содержания одной подушки существенно повысилась. На нем можно ходить, менять, постоянно заказывать эти баллоны. На нем можно менять ходовую часть, менять двигатель, менять все баллоны, скейги, парашюты, юбки. Можно ходить да ходить, конечно. Надо за ней смотреть, влаживаться надо. Тогда техника будет работать. А мы то и делаем, только влаживаемся, чтобы отработать месяц осенью, месяц весной. Среди пассажиров был московский хореограф Марио Диас Бетанкурт, посетивший столицу для участия в фестивале «Бриллиантовые нотки». Запомнится это мероприятие еще и опытом передвижения на воздушной подушке. Я вижу, удивлен, но это мне нравится, потому как я вижу, как они приезжают, все должно быть нормально. Ну и хорошо, что вот они есть. Это, в общем, для всех. Надо как раз по-быстрому ехать, чтобы добраться до конкурса. Вот. Это хорошо. Пока что пассажиров не так много, но с полным закрытием движения паромов их количество увеличится. Всего за день одна воздушная подушка осуществляет 2-3 рейса. Завершение работы суден полностью зависит от погодных условий. Марина Захарова, Григорий Охлопков, Якутск.